Меня зовут Сергей Санхедов. Что нужно сделать для того, чтобы почувствовать вкус бурятского языка? Конечно, покушать. Ну или, во всяком случае, поговорить о еде. Например, название всеми нами любимого блюда – саламат. Это ассоциативное название связано с тем, что в русской кухне было известно чем-то похожее блюдо, в которое добавлялось сало или масло – саламат. Исконное название шанаган-зоухэ, которое можно перевести как сметана, которая была сварена, или вареная сметана. Второй вариант меньше подходит для того, чтобы почувствовать суть причастия совершенного вида, примером которого является шанаган, поскольку вареное – это прилагательное. Вообще, причастие бурятского языка – это составная часть конструкции из 3 слов. В середине само причастие, перед ним слово, передающее дополнительную информацию, и после причастия определяемое им слово. Например, бухлер шанаган мяхан – мясо, сваренное целиком. Чаще всего перед причастием стоит слово, которое определяет того, кто совершил действие. Например, мини шанаган-зоухэ – сметана, которую я сварил. Или тогошане шанаган-зоухэ – сметана, которую сварил повар. Теперь меняем местами слова зоухэ и тогошане, лишив его окончания родительного падежа, и получаем зоухэ шанаган тогошан, то есть повар, который сварил сметану. И третий вариант – котел, в котором сварили сметану. В русском языке здесь появляется предлог «в», но в бурятской конструкции все остается без изменений. Зоухэ шанаган тогон – котел, в котором сварили сметану. Кстати, причастие совершенного вида еще называют причастием прошедшего времени. Но это название может немного сбить с толку. Дело в том, что причастие шанаган – это причастие, которое передает текущий признак, просто он связан с тем, что в прошлом было совершено действие шана. Например, в этой пиале у меня зоухэ, а в этой пиале шанаган-зоухэ. И то есть у меня в настоящее время. То есть это признак настоящего времени по совершенному в прошлом действию. В заключение возьму на себя смело сказать, что вкус бурятского языка заключается в причастиях. Стоит освоить суть их употребления, и даже сложносоставные бурятские тексты не будут вызывать у вас вопросов. Дахим узатра, байрте.